Рискуют собой, чтобы спасти других. На неделе свой профессиональный праздник отметили военные врачи. С июня прошлого года в зоне проведения специальной военной операции служит медицинская рота имени Ахмета Давлетова, входящая в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Добровольцы подразделения работали в системе здравоохранения республики и остались верны своей клятве даже под градом пуль и осколков снарядов. С теми, кто сменил белые халаты на бронежилеты, встретился наш военный корреспондент Азат Садреев. Для этого защитника все самое страшное уже позади. Во время штурма позиций неонацистов группа башкирских бойцов попала под удар дронов «Камикадзе». Следом наших накрыли минометным огнем. Осколочные ранения, контузии, кровопотеря. Но военные врачи успели вовремя добраться до него, оказать первую помощь и эвакуировать с поля боя. Сейчас наш земляк идет на поправку и собирается вновь встать в строй. Из его тела достали все осколки. С груди, с руки, с поясницы. Спасибо огромное. Тоже безболезненно укол сделали. Вот вытащили, достали. А то мешали дышать. Поэтому спасибо огромное сотрудникам тоже. То, что так лечат нас, ставят на ноги. Кроме нас, кто еще будет защищать? Наши деды, отцы защищали Родину. Также и мы, кому не чувство, тот идет защищает. Текущие боевые действия не похожи на другие, говорят военные врачи. Пулевых ранений практически не бывает. Пациенты в основном поступают с осколочными травмами от FPV-дронов и артснарядов. Есть осколки, которые располагаются подкожно. Через 2-3 месяца после ранения эти осколки капсулируются. И становится более безопасно их извлекать. Без повреждения артерий, крупных сосудов, вен, нервных пучков. То есть это более приемлемо и менее болезненно травматично ситуация. 3 года назад по линии Минздрава сюда приехала врач с позывным «Луна». Чуть позже заключила контракт с Минобороны. Дома она работала фельдшером на скорой помощи. Теперь помогает нашим бойцам на передовой. Эвакуировать, конечно, нам как девочкам не приходилось. У нас в основном мальчики этим занимаются, но помощь оказывалась, да. Сложность в том, что, естественно, летают вот эти дроны. То есть ты помимо того, что оказываешь помощь, еще должен следить за тем, чтобы не прилетело тебе. Вот, ну и, естественно, скорость. То есть вот немножко вот это сложновато, а так все как всегда. Также все знаем, свои дела, свое дело, все как положено. Как и все башкирские подразделения, медроту имени Ахмета Давлетова тоже провожали на фронт с Советской площади в Уфе. Республика полностью снарядила наших военных врачей всем необходимым, включая санитарные автомобили, медикаменты и оборудование. Запасы оперативно пополняются по запросу. Медрота практически осталась в полноценном составе, никто не увольнялся. Как с первого дня призыва мы проходили 3 месяца слаживания в Рощинском. Вот, поэтому коллектив у нас слаженный, сработанный. Все понимают друг друга с полуслова, все знают слабые и сильные стороны. За этот уже больше года расставились по местам так, как нужно, и работает все, можно сказать, идеально. Наши военные врачи едва ли не приоритетная цель для противника, ведь если некому будет эвакуировать раненых с поля боя, то потерь будет гораздо больше. Тем не менее, каждый день, рискуя своей жизнью, наши медики спасают жизни своих однополчан. На гражданке врач с позывным «Муха» работал в ковидном госпитале. Когда коронавирус отступил, решил бороться с другим, не менее опасным и коварным противником. Поменяв красную зону на зону проведения специальной военной операции, теперь спасает жизни наших ребят здесь, за ленточкой, оказывает первую помощь на передовой и эвакуирует раненых в госпиталь. Нам ставится конкретная задача, которую мы должны выполнить, и мы спасаем жизнь. Что можно сказать о ребятах, с которыми служат из Миндроты? Да, ребята все дружные. Когда какие-то задачи нам поступают, то есть все тут же находятся там инициативные люди, кто там в чем-то более-менее лучше разбирается, и, так скажем, консилиумом этот вопрос быстренько решается, и задача выполняется максимально быстро. Один из самых опытных в медроте – врач-анестезиолог-реаниматолог с 18-летним стажем. Азимут закончил Самарский военно-медицинский институт. Как и все остальные его коллеги, отправился на СВО по зову сердца. Придает силу, что все-таки мы победим, это первое. И то, что наши бойцы, так скажем, воюют за правое дело, вот это и придает силу. Когда ставите их на ноги, что испытываете? Даже все-таки не на гражданке лечение прошли, а не здесь, в зоне боевых действий. Ну, когда, если
встает на ноги боец. Ну, естественно, если еще от него есть, он говорит слова благодарности, ну, естественно, чувствуешь себя нужным и чувствуешь удовлетворение от проделанной работы. И бойцы действительно благодарны. Военные врачи спасли тысячи жизней, вернули домой мужей, отцов, сыновей. Но после лечения многие рвутся снова в бой. Как и наш земляк с позывным «Кайтыр». Медики вытащили его буквально с того света, когда он несколько дней раненый пролежал под завалами после атаки украинского дрона «Камикадзе». Военные медики мне говорили, что я обязательно встану на ноги и буду ходить. И действительно, не прошло и нескольких месяцев, как я уже встаю с инвалидной коляски и начинаю делать первые шаги. Это первые шаги будущего победного марша. Враг будет разбит, раздавлен и уничтожен. Победа будет за нами. Слава России! Азат Садриев, Вадим Исламов, Иван Шабрин. Итоги недели. Зона проведения специальной военной операции «Донбасс».